Покосившиеся крыши, стены в трещинах и буквально плывущий от сырости пол. Нечеловеческие условия, в которых Ибрагим Шибилов со своей семьей проживает больше 20 лет. Многоэтажный дом в заводском районе Назрани, или как его называют местные, дом-призрак, построен еще в 60-х годах прошлого века. Но капремонт, как говорят жильцы, здесь ни разу не проводили. تيجا أكلون مي ترباج عيادش تيجملو كنزات ترباج يحيى قلات حتى حتى بدو عش حجي حليزا كنزات قلات بدنا بيرج داز بدنا سكيونس كلاستي تشيار سذا إيد حتى يالحنسل كنزاتي. Скрытое от посторонних глаз деревьями и новыми, более высокими постройками, здание действительно словно призрак. В нем проживает порядка 30 человек. Это 7 семей, которые не захотели оставлять свои квартиры за компенсацию, предложенную им еще в 2008 году. Речь идет о выплатах по программе переселения из-за наводнения. أتخوز مزنزيات دار دول وز مزنزيات تو время цасак маргиат рош хозяйк мар приписан 90 рублей мардаться галышхан 93 яхас так сухаби сок яр байалас хат я загуас 160 тысяч луаз 10 ярас аз так я эпиконстор со бирж даже хобер إيش خبر عتي أزدوها يا 420 тысяч луаз 10 420 тысяч 10 سو هم بيعت سون سعينو سيتسخ. Аварийным дом признали еще в начале 2000-х. Про состояние дома местные власти знают и даже пытались решить вопрос о его статусе. Разработали инвестиционный проект, по которому жильцы переедут в новые многоэтажки. Но не в заводском районе, как сейчас, а в спальном, так называемом 105-м массиве. Как видно, результата это не дало. Жильцы сами не захотели переезжать. Они же из картона. И чурвахр дастся, нормально. So вообще все я хочу ареально раятсикс ваши доли. Sen кузер квартир сертификата хамлой хамлеется. Твой ваши дарте до. Уж квартир حياة خالص قطع يرش حياة خالص. وزل يجميلي квартир ها. Есть 105 массив дагит деш даст 9 этаж дагит деш даст хал. Дали ржат حتى الموجات لا تشي كلاس تشنجا خارنان كلاس كده عاش از او اري واقش خالد بدني تيجا ويرك اري يوتو صحيقش لا حد ياش عياقت ياقش مشي تخاش توز مشي حين يلا ريكورد 10 دولار وقات لو قات 10 دات سن يا اخي وجن دايني يجي يحكي تكون سيرتيفيكات حدا او سعد الدوخ لو تخود دات قحمي غطوه اوزلاتشو كوارتير جي حال وقات على الكوارتير دوكم من كوارتير ما اخش عطوه سيرتيفيكات حدالتهم شو تمتكيزي. Здание хоть и является аварийным, но не попало в программу переселения из ветхого аварийного жилья. Как объясняют местные власти, делать это за счет собственных средств они тоже не могут. Муниципальный бюджет не рассчитан на такие расходы. У нас есть фонд муниципального жилья, который, ранее бывшие общежития. Но там они все заняты и подобные условия и жители не устраивают, о том, как здесь уже у людей имеется собственность. Они по договорам приватизации приобрели собственность. Мы еще раз в поисках инвестора, именно мы готовы предоставить этот земельный участок под строительство, если не обязательно для ИЖС дома, поскольку уже 2 дома построили, и, как вы видите, территория малая, по строительству другого объекта, который как бы вписывался бы в этот ландшафт жилищного сектора. Но чтобы были решены вопросы по этим 7 человекам, то есть по их согласию. Сколько ждать перемен, ответа никто не дает. Программа по расселению на предстоящий год еще не сформирована, а значит и бюджет не рассчитан. И будет ли такая программа вообще запущена, тоже вопрос открытый. Однако оставаться жить в аварийном доме небезопасно, в связи с чем местные власти обещают подготовить индивидуальный договор для каждой семьи и решить проблему переселения. Жарадат Хулхоева, Мербек Мержоев, Новости 24.